Вітаем, сябры! С вами гаспадарыня Марыянна, гаспадар Олег. Прывітанне. Мы зноў у вечернім рэжыме, як і папярэднія відэа з Палангі, дзе мы развітваліся з Палангай і назіралі закат сонейка у практычна апошні дзень нашага адпачынку. А сёння, якая дата сёння? 31 жніўня 24 году. 31 жніўня. Што нам нагадвае? Апошні дзень лета 24 году. І мы прыйшлі на наше месца у цэнтры Вільнюса, каля бастыёну. І вырашылі праводзіць гэты дзень менавіта тут. Як заўсёды, з невялікімі нашымі пачастункамі, з летнім віном. Мы бачым перад сабой Три крыжы. Три крыжы, мы бачым гару Три крыжы. Я Касцёл потым покажу Анны, пазней. да, православная церква, это была униатская, кафедральная. Ну а за нашей спиной бастыён, и на бастыёне отбывается импреза. Там сегодня тут какие-то выступления, спаборніцтвы дронов, нешта Это тут менавіта. Запускают дроны, да. Але ведаеце, у гэтыя дні сёння, учора пятніцу, сёння субота. І заўтра ў нядзелю у Вільні праходзяць дні сталіцы. І з гэтай нагоды весь горад гудзіць, святкуе. Ось і ў раёне бастыёна зараз вось тут штосьці дроны запускаюць. І паліцыя нават завернула нас крыху іншым шляхам прайсці. І Гедыміна праспект гудзіць, і ратушная плошча, і кафедральная плошча. Шмат мерапрыемстваў. Але мы стали предпочитать тихий наш. Отдавать перевагу нашему уголку. Наш уголок вельми не такие уже и тихие, но вельми. Ну сегодня. Да, он вельми такие пригожие. Ну добра. Давай. Добрый вид. Давай мы зараз хоть промочим у горле. Сябры, бывай лето 24, развітваемся. Спадзяюся, яно было для вас плённым, цікавым, карысным. А якім яно было для нас? Незабыўным. Давай згадаем. Все ж 3 месяцы. Чэрвень, ліпень і жнівень. Што было? До рэчы, хочу нагадаць, што ідзе високосны год. 2024 дзеліцца на чацвёрачку. І вось, што ў чэрвені была такая галоўная падзея, якая аб'ядноўвала весь свет. Олимпиада. Не, тут чэрвені. Червени? Пачалося ў чэрвені, скончылася ў ліпені. Чемпионат по футболу? Да. Так это Европа, не свет объединовала. Ой, так как это? Ну, свет объединовало, все глядели. Ну, в Европе глядели. Не, да. Ну я упевнена, что глядели по всему свету. Ты помиляешься. У этого часа как раз в Америке проходил чемпионат Америки паўднёвай и нават там глядели. И там глядели чемпионат Европы так само. Что яшчэ было? Ну, вот потом была Олимпиада. Такая сапраўды аб'ядноўвала весь свет. Она пачалася вельмі так гучна, скандальна, может, нават. Адкрыццё было такое незвычайнае, феноменальнае. Ну, яно выклікала шмат супярэчных меркаванняў. Трэба згадаць, што Олімпіяда была ў Парыжы, во Францыі. Таму што калі пройдзе час, Олімпіяда адзена была, путаюцца потым гады, месцы. І таму ў Парыжы было вельмі цікавае адкрыццё. А закрыццё мы уже назирали у Паланзе. Это было 11 жніўня. И мы, конечно же, назирали. Что еще было такое цікаво? В політичном сенсе все лето была такая вельми значная подея, ну, якая запомнится, покушение на Трампа. И потом неудалые дебаты Байдена з Трампом, і ў выніку Байден заявіў, што ён не будзе змагацца за прэзідэнцтва.
вышла на эту дистанцию это Харрис, Камала Харрис, да, і тепер весь світ назирає за тим, чи здоліє на перемогчи, у нього нібито вдається, і нас спробує все більше і більше прихильників на свій бок перетягнути. Тільки спочатку були дебати, а потім було покушення. Это ось, да, може бути. Это ось то, що на таким глобальному узровні відбувалося. Криху змінило течення виборів, предвиборної кампанії в Сполучених Штатах, до якої належить шмат чого у світі. Покольки ми всі назираємо за подіями, пильно за подіями в Україні, бо розуміємо, що від них шмат що залежить, то можна значить, що все літо українці домагалися, щоб їм нарешті стали поставляти ці знищальники F-16. І ось у жнівні, у кінці жнівня, і справді прийшла інформація, що вони поступили і навіть вже удельничали у перших бойових заданнях. І навіть, сумно сказати, но вже один із страчений. Так, ну і що ще вельми важливо відзначити, що 6 жнивня українські війська перейшли межу з Росією в Курской области и, так сказать, часово заняли 1,5 района, там, Судженский и еще один. Вот. И это змагание протягивается. И по меркованиях что-то наближается. Летят дроны. О, кольоровое все. Вау! ой, сябры, целое войско дронов. Летят. Давай снимем. Опа. Якраз погасли. Еще будут, во, бачиш. Я не да. словом. Лайс, нет, это лайсвес. Что-то там лайсвес. Лайсвес, это час. Лайсвес это свобода. Час, да, или, а вот он ди. Бачите, как они? Вот оно что. Лайсвес Диена, может быть. Вон еще дрончик подлетає тут. Ну і ось зараз у кольорах литовського стягу дрони вистраюють такі узори, некие кветочки. Зараз що вони? Опа, это контуры литовской карты. Это Мапа Литвы, да. Ага. Показываю. Ой, так яны шоу, целое шоу. Вот еще один летает. Это такие дикие. Не дикие, он, наверное, керует. Ничего не керует. Все не керуются там. там. А ось, глядите, як вони, ти ж гляди, як ти маєшся по центру. Во. Оп, погасли. Зараз. Так это шоу из дронов. Дроновое шоу. Вот да. что оказывается. Да, они же там стоять, а потом запаливаются в певному порядку і А от отримуються. зараз уже ось так. Отримуються. О, глядите. Человечки. Мама, папа и дроновые человечки. И ребеночек, так? Ну нет, Семья, они все да. однольковые, но они однолькового росту. А мне здається, что Нет, больше они все однольковые, это просто 3 человечки. И рухается. Так, да, где кивают головками. Так, вот что-то еще, значит, новенькое будет. Ну, можна сказати, що ми впершині у житті, я думаю, що наші глядачі, може бути, впершині бачимо вот таке шоу світове з допомогою дрона. О, это ж герб України. Да, Тризубець. желто-блакитный. Да. Тризубец, так, молодцы. Раптовно опинулись на... Сейчас погоня, может, будет. Как это сказать? Шоу дроновое. Дроновое шоу. Цікаво. Вот, гляди, папуся, что Это Колумны, это такой старожитный герб литовских князей. Колумны. Он полетел еще, сдым его. Так само. Это и самый дикар. Ну, он дикар, он, видно, ніхто йому не дозволить так може. Чому? Он може здимає гэта шоу оттуль. Может быть. Людей здымаю вот этих, которые там собрались. О, бачите? Один дрончик там летает, так цікаво. Сейчас, может, погоню покажем.
Так, червоно-білий стяг ще. Коли було більше впливу нашого тут, може і показали би. Так, що це? Ну, они что-то покуль дуешь, но покуль не зрозумело, что это. Некие трехугольники, которые такие трехлучники, которые крутятся. И максимум они что Это побудують. самолетники, нет? Не. Покуль не зрозумело, что. О. Они сместились туда далее. О, что это? И 1999. они меняются. 1998. Вот что-то там отбылось в 1998 году. Коли вам чуть, то тут літає дрончик ще. Тут за деревами, правда, ось ми как бы вилавлюємо. Може навіть... Наближу. Это что, сердце? Что это? Як ти думаєш, що? Чекай, я не разумею, что это. Какой-то отбылся какой-то раскол. Раскололась какая-то вот. В 98 году, Да, може всё это советский Не совок. гадай, мам, в эфире не надо. О, танк. Это уже реальный танк. О, это прямо story, history прямо. Да. В Lithuania. В 98 году може... Вот танк раскололся на полу. Вот над нами вот летает дрончик. А ось червоненько щось. О, Олежка, гляди, что это? Red Army. Ага. Это значит Червоная армия. На что они намекают? Ну, прям на history. Уже Red Army захватила танками. Олежка, что зараз? Go home! Red Army, go home! Да я себе кажу, не про совок. Вот это history вспоминаю. А что в 98 году? Не видели, что там. Во, разворачивается Уже крыху. был Советский Союз. Крыху В смысле, уже разворачивается. Россия была. Ну, явно был танк, потом Red Army, а потом go home. А это что зараз щось А написано? может это был 1898? А может, Нет. может 1968 может был? Нет. Когда они в Чехию пошли. Смотри, улетают, да? Да, улетают. А ведь сьогодні дні столиці, тому може, ну, щось зв'язане менавіта з Вільнюсом. Ну ось ми сиділи, і така світящаяся маса раптом стала наближатися. Стайка такая. Така стайка, неопознані літательні об'єкти. Опа, вниз. Ой, глядите, як вони, ой-ой-ой, так пригоже. Глядите, як вони опускаються на город прямо. Они же так вельми дивно, они что так? О, Як их так... і там туди їх накерували опуститися. Да, они же могут друг за друга зачепиться, там попасть. Ну, у них вот это обучение было, вот это все тренировки, я так меркую, что и они это все репетировали. А над нами вось. Я вам помашу, он нас здимає. А да, я вам машу.
Привітання з Білорусі! Гранату кине зараз. З Білорусі Як в Україні. привітання. З Менську. Ну все, а ти там Хай Білорусь живе. Я не туди от за Ужупіс этот. Да, они за ужиписы, за палки вот туди. Ось он так медленно там летит, и такой этот его рванул. Все. Поздымал нас. И ось. Дрончик. А вот я хотела показать, где же мы туди, как бы, ось там, да? Вот. 3 крижі, вон бачу. Ось 3 крижі. Ми глядимо на гору. І зараз ми пройдемо криху, значить, сюди, назад, до нашого пікнічку. Зараз ми покажемо наше місце. Ні, тут уже все чорно. Тут уже все темно. Но ми включимо фонарик. Ну і ось там у нас город бачний. Ну, а ми протягнемо зараз. Задронове шоу. Яно було вельми цікаве. Скажите, класно. Ось ми протягуємо розвітуватися з літом. Зараз тільки полова 10-ї. Так? Скільки годинок? І вже цілком стемніло. Дагэтуль было еще крыху світлейше. Ну і вже, бачите, у конці жнівня, у апошній день жнівня, полові 10-й, вже цілком темно. І мені вельми сподобалось, це таке шоу, вообще чудовне. Бо то вперше в житті. Впершиню. Я навіть не видела, що з дрону можна зробити таке шоу. Це чудовно. До речі, шоу ось в гэты дні, учора і сёння у Вільні, з нагоди гэтых дней сталіцы, каля Белага мосту адбываецца лазерное шоу. Адбудзецца. Оно адбывалася ўжо учора, значит, 23 гадзіны пачынаецца і по 15 хвілін. 23, потым 23:30, потым у 0 гадзін і потым 0:30 і по-моему, ну ось так, некалькі заходаў. І это было учора, і з пятніцы на суботу. І сёння, з суботы на нядзелю, яны таксама запрашаюць каля Белага мосту на лазерное шоу. І написано, што 160 лазераў задзейнічана там, і там такая музыка гучыць. І мы бачылі просто каротенькое відэо адной любительницы. І мы не выключаем, што калі мы зараз яшчэ посидим тут, Может быть, вот там будет что-то, и мы сдвинем. І калі вот дзе ад гэтага месца, дзе мы сидим, там можа будзе у неба будуць лазеры туды, і мы побачым. Тады мы таксама здымем. Тут будут дроны, там будут лазеры. Да, мы вам Супер. сегодня шоу показываем, апошний день лета 24 года, и дроновое шоу, и лазерное. Але ну, давай протягнем. Яшчэ нас дрончики прервали. Значит, ну что яшчэ адбылося летом 24 года? Ты казал F-16, да, или мы там сгубили. Дальше про 6 жнивня ты казал? Так, 6 жнивня, вся эта операция Курская протягивается. Але я хотела сказать еще ранее. Нават уже про яе уже есть жарты, что нібыта знатокам задали питання, калі адбылася Курская битва. І такі знатоки думають, калі ж вона була, і не можуть зрозуміти, якую битву мають на увазі. А я, вот, я маю рацію ці не, скажи, що ще раніше, до 6 жнивня, коли українські увайшли, але раніше, как бы, то ли дали дозвол, то ли самі українці, яны, как бы, уже по території Росії, уже далеко углубь стали, ну, своими БПЛА залетать. У іх було шмат таких гучних перемог,
по-перше, они там знищили уже треть. Это за это лето, так? Да, ну, к этому лету они знищили третью частку Чорноморського флоту. По-другое, у вынику Чорноморський флот мусив весь перебазироваться в Новороссийск. Они протягивают там удары. Зовсім недавно потопили великий такой паром, який переправлял техники с горючкой с Тамани, значит, в Керчь, то есть просто этот Керченский пролив. И тем самым они фактично уже знищили эту паромную переправу. Ось, потім ще шмат там каких-то других кораблів познищали. Було шмат вельми таких пленных атак на аэродромы. Самая опошняя фишка это... Да, лето, ты кажешь? Летом это уже все было. Вот, это опошний месяц я что пишется на автобазу? И вот опошняя, это як опошняя фишка, это то, что они почали вельми и продуктивно так траплять в нафтобазы. И опошняя нафтобаза там сгорела в городе Першамайск под Ростовом, значит, нафтобаза, якой было 60 великих цистерн, и они все сгорели, зараз горит уже другая нафтобаза. То есть они протягивают такие вот удары. Ну, з іншого боку, у них на фронтах, особливо в Донецкой области, там не зовсім добрая обстановка, там протягивают русские наступать на город Покровск. То есть, ну, кстати, змагання, война протягивается. И это еще протягнется, зрозуміло, протягнется довго. Но бачно, что украинцы не сдаются, у них есть шмат добрых союзников, які їм допомагають. І ось на этот тандем України, Європи і США сподівання на тих, хто марить про перемогу України. Ну, мы мусим отвести от этих подей, может быть, про себя поговорим. Это лето было довольно пленное и про нас. Вот, Мусик, у тебя там сколько ты уже наробила своих видеофильмов? Уже ты подписывала? Ну, видать, некалькі десятків. Я, до речі, хочу сказати, що я не гонюся за колькістю, ні відео, ні підписчиків, ні лайків, нічого. І коли хтось думає, що я заробляю, вот то, что я роблю на ютубе, мои видео, и что у меня какая-то монетизация, и я маю заробок, то это далек не так, вы сами можете разуметь, по колькости подписчиков и так далее, и проглядываю лайки. Это мое чистое хобби. Но все равно ты протягиваешь как бы пленно працевать, и вот, например, про наш відпочинок ты заробила 6? 7 час, так у меня в минулом годе было про Паланду. Это все добре. А у меня у жнівні была подея, это вышла моя вот книжка черговая, 3-я уже по лику. Она называется «Пригоды дяді Віті на Володарці». Это книжка таких дитячих стихов с тлумачальными текстами, які розказують, і малюнками, які все разом розказує про те, як что відбувається з вязнями на Володарці. Я тебе хочу от вашего ім'я повінчувати. Да, она спочатку у липені я как бы уже все это сдал, и надрукували, але вот якраз перед відпочинком уже передали перші екземпляри этой книжки, и я уже могу их раздавать знакомым и сябрам. Ну, и еще не все, как бы, не по всех адресах, куда хотелось бы отдать. Эту книжку можно набыть на коммуникат.орг. Library или как-то. Коммуникат.орг. И вот там заходишь туда, и там можно разобраться. Там у них есть такие стол замовов. И можно туда зайти и замовить себе книжку, отримать ее. И она коштует недорого. Ее поштою пришлють литерально за пару днів. Там ти молодчина, там такі малюнки Олега добрые, які він зробив менавіта за кратами. Вось гэта вельмі каштоўна. І до кожного малюнка написаны вершик. И малюнки нет, это было так иначе. Это было, что до кожного верша писался, потом малювался еще малюнок. Но там самое главное то, что это все творы
писаліся для дзяцей, для ўнукаў нашых. І па першай рэакцыі ім это вельмі спадабалася. Тады я понял, што это можна працягваць. І утварылася такая цэлая серыя, 28 вершаў і малюнкаў. Вось. Ну і цікава еще тое, што эта серія магла згубіцца, то есть яе маглі знішчыць, бо толькі частка прайшла на волю, астатнія былі са мной, но пашанцавала праз аднаго чалавека перадаць это на волю еще до калоніі, бо потым, калі я уже вызваляўся з калоніі, то все мои малюнки, все листы, все написанное, все было знищено. То есть это могло просто зникнуть, да? Но уратавалася. Вось мы вельмі мы маем творик, який уратаваўся. Одному человеку. Да. И я еще хочу додать, что хоть гэтыя вершы для детей, внуков писаліся, але, конечно, сама книжка, як Олежка кажа, для детей и дорослых, потому что, конечно, у кожным вершику, как бы таким жартовным, але проглядывается какое-то, можно растолковать тым же детям, потлумачить про сапраўднае жыццё за кратамі. Нет, там больше такое, что я спробовал какие-то уроки детям, как бы, да? Як себя поводить, в принципе, в житті, ну и в таких обстоятельствах конкретно. Ось. Яких как бы ориентировал притримлюватися, як поводить себе з людьми, як поводить себе з певними речами. Ну і заважав некі цікавості, как бы потлумачить, да. Потому что, конечно, как поводить себя детям у таких умовах за кратами, то дети ніколи не опинуться за такі умови. Але про стосунки, книжка так и называется, там просто написано, книжка вершаў, малюнкаў для детей с дорослыми. То есть для того, чтобы дорослые могли потребовать. И еще, конечно, я хочу отзначить, какие молодцы выдавцы, які зрабілі ось гэтых малюнкаў. Дизайнер классный был. Дизайнер, ось як зроблена гэта кніжка. Абавязкова раю набыць яе, там, замовіць в этой камунікацыі і набыць, як они дасылаюць па пошце, каб побачыць, як яны там і размалявалі, і там зроблена она вельмі добра. Так што малайцы і вялікая падзяка выдаўцам. Яна набрана таким довольно вялікім шрифтом, то есть дети могли читать, а потом пытаться у мамы, а что такое? Ну и я поспробовал там как бы по-белорусски все это написал уже, да, поспробовал такие новые какие-то слова для детей, такие, может быть, новые выкористать. Как бы эта книжка была одночасовой и таким уроком белорусской мовы, белорусскости для детей. Там вот один верш есть, непосредственно присвяченный белорусской мове. Ну, добро. Вось, и потом, что там жнивень, чем еще заканчивался жнивень? А, еще я зубы вставил. Залет. Вельмі важное падзея. Конечно. Ну, будет отлик твоих зубов от лета 24-го года будет отличиваться, кольки они. Але я хочу сказать, что нягледзячы на ўсе гэтыя падзеі и всякие такие все выники, я хочу сказать, что для меня опять сум. Я не бачу никаких выников, ничего не изменилось. И что тычется той ситуации в нашей родной краине и в соседних, то все протягивается, и не бачно ни конца, ни краю. И я дагэтуль так и не разумею, калі я смогу побачить тое, что я хочу побачить в своей краине. Я не буду называть, что я хочу и кого я хочу побачить. И тому для мяне сум. Тут важная падзея адбылася ў жніўні, то пачалі крыху выходзіць палітвязні. У всяком разе, пасля 3 ліпеня прыкладна уже 30-40 человек вышло. Сярод іх такая значная знаковая персона, як Рыгор Кастусёў, журналистка Ксения Луцкина, Дарья Лосик, Дарья Лосик, жонка
нашего коллеги с «Свободы». Ну, во всяком разе, некий процесс пайшоў. Зразумела, что это только маленькая частка того, что всем бы хотелось, але можно как бы означить, что некий зрух есть. Дай Бог, чтобы это А я хочу звернуть увагу, что есть інший бок. Нягледзячы на тое, што гэтыя людзі выйшлі, але на якіх умовах, что прозвішчы мы мусім где-то вылавливать тых людзей, якія выйшлі, где-сці вылавливать. Чаму открыто не могуць? Это першае. Чаму открыто? Вот такие люди вышли. Иванов, Петрова, Сидоровы и гэтак далей. По-другое. Чаму не могут, мы не можем взять у них интервью? И они боятся, что с их свояки, давать некую информацию. Что это такое? Они что, рабы? И они уже вызволены, и они в своей краине. На каких умовах они будут жить далее? Что им треба? Куды ходить? Отмечаться? Что они могут сказать? Или что? Это что такое? Что за подневоленные? И я хочу поравнать это вызволение с вызволением троих человек из российских турм, вельми вядомых палітвязнів. Вы все ведаете это имен. Карамурза, Пивоваров и Яшин Илья Яшин. Илья Орлов. И вот еще это журналистка американская со «Свободы». Так, яны были вызволены, и они одразу покинули Россию, то есть их обменяли. Это окей, они опынулись за межой. Але они тут же, их имена не скрывались, яны дали интервью, они там это все. А теперь, поглядите, як яны выглядают пасля вызволения, як яны выглядали. Яны выглядали так, как Олежка выглядал, коли его вызволили, что пол Вильнюса подбегали к нему и шкодовали. Я могу уявить, как выглядают зараз тыя, кто еще там находится у наших. Тыя ж дзяўчыны, жанчыны и хлопцы, и мужчины. Як яны подорвали свое здоровье. Это раз. Второе. Другое, значит, сидит Илья Яшин и каже, или Карамурза, я привез с собой, я вывез, я отрымал 30 альбо 60 тысяч листов, там целую торбу листов я отрымал и с собой там вот привез. И я и такой вдячный, и со всего свету, не только с краины, ён атрымліваў листы тысячами, и их там атрымліваў, и они там нават давали интервью, и что еще казали. От них поступала информация. Пытание, увага, пытание. А что мы? Что наши люди? А яны атрымліваюць листы? Яны по вызволению не атрымліваюць. Яны могут сказать, что это 30 тысяч листов яны с собой взяли с турмы? У тебя все знищили. Наши не могут, мы уже амаль 2 гады у нас, мы нічога не ведаем. Трэба казаць гэта ўсяму свету. І тыя палітыкі, якія себя лічаць такімі палітыкамі, прадстаўнікамі, такія замежнымі, яны мусяць крычаць, в якім стане выходзяць. Наш режим, вот посмотрите, больше бесчеловечный, больше жесткий. Они взяли уволили тактику обрубать эти контакты. Посылки адвокаты не посещают. Посылки не дают эти самые передачи. У нас сидит в турме Нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ни от его амаль, ни ему никаких листов не доходит. Вот это показчик тебе. Зараз это самое, вось апошняе, что передачи лишили, яны там уже наладан дышать со своим здоровьем, а им еще ніякага подпитку няма. И гэта никуда не годится. Это знішэнне людей з жыцця. А тыя, якія вызвалены, яны ў такім стане здароўя, што, конечно, можно уявить себе, калі яны будут лечиться, это им дапаможа, яны выздоровець, конечно, было бы это вельмі добра. А хто ведае, наколькі они подорвали свое здоровье.
Так что ось такое так еще лето. только 10 еще. Да. лет. А кольки таких летов А? уже 30 годов. Это все тягнется. Я кожную весну чекаю весны подеи, потом провожаем весны. Все. Развітуємося з літом. Може, не дочекаємося вже ми этого лазерного шоу, тому що воно ще през годину, а ми вже, може, поїдемо додому. Да. Тому відбиває літо 24, покуль, до нових зустріч осінню.